Найти деньги – это самое простое. Я мысленно уже отсидел эти 5 лет. А скон пан ест? Это мнение или факт? 2 детей маленьких на заднем сидении, а у нее эта машина, она полностью гнилая. Многие люди начинают не верить в пенсию. Мы инвалиды ответственности. С нашим пониманием уровня качества услуги, ой, сколько я могу там заработать. Смотри, ответственность. Общество очень консервативное здесь. Не надо, это не про деньги. Это давайте играть в игру. В стае выживать легче. Всем привет! Вы на канале About Польша. Здесь мы говорим о том, как строить свою жизнь и бизнес в Польше осознанно. И сегодня рядом со мной Юра. И с Юрой я хочу обсудить важнейшую тему. Кем можно стать в Польше через 5-10 лет? Вообще, стоит ли кем-то здесь становиться? И мы будем говорить с Юрой об этой теме через призму его бизнеса и через призму конкретно его опыта. Юра, здравствуйте. Добрый день. С удовольствием поделюсь своим опытом, своей информацией. Надеюсь, что кому-то это будет полезно и кто-то для себя подчеркнет что-то. Я буду счастлив, если хотя бы один человек подчеркнет что-то для себя, и у него получится, и он добьется какого-то своего успеха. То есть тогда мы не зря это все делаем. Я пришел к тому, что многие люди начинают не верить в пенсию. То есть людям, кому сейчас там 45-50, то есть пора уже задумываться о пенсии, но реальность такова, что все же говорят о том, что демографический кризис, да, что через 10-15 лет, то есть рассчитывать на пенсию... Некому будет оплачивать твою пенсию. Некому, да, абсолютно. Да. И поэтому уже, я думаю, сегодня надо подумать о том, что там, как мы там будем встречать нашу, не знаю, счастливую, надеюсь, старость. Скажи немножко про контекст, про себя. С 24 лет я все время в бизнесе, то есть у меня постоянно собственный бизнес был, и производство были, и автосервис был. Так у нас, я сам белорус, с города Минска. Так получилось, что в 2020 году мы хотели поменять у нас ситуацию, да, в лучшую сторону, но, к сожалению, не получилось. И пришлось за это немножко расплачиваться. И привело это к тому, что в 2021 году, начало 2022 года, пришлось просто без ничего всей семьей переехать в Польшу. То есть оставить все, что там есть. Одним днем, да, я Одним днем, да, все, что есть, все просто ты оставляешь и уезжаешь. По крайней мере, альтернатива, ты свободен. Чаша весов, ты знаешь, такая очевидная, особенно зная истории, потому что у нас, в принципе, каждый третий мой клиент или знакомый из Беларуси, он с подобными историями. Конечно, мы все здесь. Выбор очевиден. Свобода лучше, чем... На сегодняшний день я могу сказать, что я жалею, что я не сделал этот переезд лет 15-20 назад. О как. Это очень большой промежуток. То есть обычно, знаешь, я жалею, что я не сделал это на пару лет раньше, чем случилось событие. А ты прям... я прямо сейчас уверен, что если бы это было 15 лет назад и пойти, по этому пути, то, сейчас бы уже, я не знаю, наверное, где-нибудь в Италии уже бы вилла была бы, потому что, которая стоит, между прочим, дешевле, чем однушка в Варшаве. Да, выгоднее. Начнем с этого. А если еще и 10 лет назад, то прикинь, какая была бы разница. Да, то есть... Я понял, что могу сравнить собственный бизнес в Беларуси, то есть уровень конкуренции, уровень этой выживаемости бизнеса именно в Беларуси и здесь. Это параллельные какие-то вселенные. Где лучше, хуже? Польша, абсолютно. Я знаю, что многие из вас хотели бы заявить о своем бренде и о своем продукте. И у вас есть уникальная возможность попасть сюда, в эту студию и на канал About Польша. Внизу под видео я оставляю ссылку, где расписаны все условия, форматы, что вы получаете и, самое важное, кейсы и отзывы реальных людей, с которыми мы делали интеграцию. Открывайте описание, и мы продолжаем смотреть выпуск. Этот момент, который ярко прям сразу бросается в глаза, Польша и Беларусь, и в принципе и Украина, и в Украине тоже я часто, у меня жена с Одессы, поэтому да, так. Мы
Ну, особенно я вот скажу за свое поколение. Вот. Я их называю, наше поколение, мы инвалиды ответственности. То есть нас воспитывали все время как? Что ты должен, ты обязан, ты должен быть лучше, ты посмотри на кого-то другого, там, как это, сын маминой подруги, да, как говорят. Вот. И вот нам вот это вот все время в голову вкладывали, и вот именно вот с этим вот вложенным какой-то вот этой лютой ответственностью, что ты должен, мы вот что-то строим, ну, делаем, то есть нам стыдно сделать ошибку, например, да, а в Польше, ну, как бы, ну, сделал ошибку и сделал, ну как бы ничего страшного, Да. то есть вот. Да что там говорит, тут даже можно не заплатить налоги в Ужон-Скарбовы, потом к тебе придут с проверкой, это найдут, и ты можешь извиниться и сказать, да, виноват, разбейте мне долг на раты. ЗУС можно не платить, Да. точно Ну, единственное, так же разбить на раты. с ватом есть вопросики, да? Ват святое. Ват святое, извольте, да. Это сейчас те, кто смотрит это видео, я не знаю, остался ли кто-то еще в Беларуси, смотря это видео, скорее всего, уже нет. Уже все либо в Польше, либо, знаешь, там кто-то сидит, украинец или белорус в какой-нибудь Испании и задумывается вернуться опять в Польшу. То вот, ребята, запомните мысль, что можно много чего там делать, допускать ошибки, но ват святое, и вы это почувствуете, как только вы не доплатите 5 злотых вата, вам через следующий рабочий день заблокируют счет. То есть разговор очень короткий. Короткий, да. Но знаю фирмы, которые, ну, крупные фирмы, которые, ну, вот У них удивительно, там, да. крутить и вертеть. Они могут там как-то отсрочки какие-то, да. Окей, да. А расскажи сейчас про текущий контекст и бизнес. Ну и вот, переехав в Польшу, вот, первое, с чем я вот, если продолжить тему вот этого, к чему я про то, что мы такие инвалиды ответственности, да, я заметил, что мы настолько там, будучи, все время гнались за каким-то европейским качеством, то есть вот, что там, в Европе, там лучше, мы должны, что мы сами не заметили, в какой-то момент мы перепрыгнули. Да, значительно, да. Уровень, да, вот этого вот оказания услуг и всего. Продуктов, да. Чем здесь. Вот. И вот этот моментик, то есть мы сейчас, переехав сюда, мы реально делаем большое дело, то есть мы поднимаем уровень качества услуг в Польше. Ну, если мы посмотрим, я не знаю, не в обиду там никому не хочу сказать, но, например, барберы, там, ну, парикмахеры, кто лучший? Ну, однозначно, там украинцы, да. Вот. К какому доктору хочешь попасть? Если вот... Да, если есть лекаш родины какой-то там наш, то... Ты радуешься, когда, да, вдруг он говорит вот, ну, на том же языке, как и мы. Вот. Потому что, ну, столкнувшись как бы вот именно вот с этим вот, что, ну, сделать ошибку, ничего страшного, то есть вот это и привело к тому, что качество услуг немножко, оно не то, что плохое, да, но... Вот оно зависло на каком-то уровне таком вот. Ну, вот, на типа, уровне и так сойдет. достаточности. И так ну, сойдет. Типа... Ну, зачем мне напрягаться, как бы, ну, Да. ну. Но тут ключевой вопрос, оценивает ли рынок и готов ли рынок платить больше за дополнительную вот эту вот value, ценность? Ну вот и удивительная вещь, что рынок привык. То есть польское общество довольно-таки консервативное, да, и что-то новое, что-то там, изменения какие-то, они очень сложно это принимают. И вот они привыкли, что так есть. Вот. Ну и как бы и окей, так и живем. Например, что очередь неделю, или да, что цену тебе могут не называть сразу и говорить, ну, приезжай, там разберемся. Да, и в конце это, вот, то есть, и вот именно на вот этой вот ступеньке, когда я вот приехал в Польшу, первое, что я увидел, я понял сразу, что, ну, что здесь, куда здесь надо входить, так это с нашим пониманием уровня качества услуги входить в польский бизнес. Здесь достаточно клиенту дать чуть-чуть лучше, чем у конкурента, и где-то даже, неважно уже даже там дороже или это дешевле. Вот. Здесь действительно клиент голодный на качество услуги. И вот это вот если кто сейчас там
делает какие-нибудь, вот, ну, думает стартапы там, в сфере бизнеса, первое, на что сделайте акцент, то есть сделайте качество. Ну, вот этот вот какой-то такой наш подход к клиенту. Этого здесь очень не хватает. Ну, я не знаю, я с этим сталкивался очень сильно. То есть, ну, когда тебе просто отвечают, ну, извините, ну вот, прzepraszam, и все. То есть в той ситуации, так хорошо, даже если скажут там извините, а то же и не говорят извините. Ну, обычно ты уже штангу ловишь потом, да, потому исходя что, из последствий. да, ну вот не получается, и потому что, и все. Это сфера услуг, то есть, в принципе, многие, кто сюда приезжает, первое, что они видят, это качество и сроки работы в автосервисах, и многие хотят вот именно занять, ну, сразу открыть свой автосервис. Да. Это вот прям... Ну, как бы более комплексно, да, да, ключ да, там, и может где-то даже кузовные работы, и внутрянку всю там делают, да, там, двигатели, да, как именно вот, ну, полноценное СТО. Полноценное СТО, да. Да, это тоже здесь как бы дефицит предложения на рынке такой услуги. То есть во всех автосервисах очереди, надо записываться. Постоянно, сколько я тут, 10 лет, 12 живу, постоянно это было. Это, да, проблема. Но когда я столкнулся еще приезжая в Польшу, еще будучи туристом, еще до переезда, я как-то хотел поменять масло просто в машине. То есть я привык, что у нас есть вот эти сервисы быстрого замены масла. В Беларуси, в Украине, оно везде. Никогда не было проблемы заменить масло. Это как помыть машину. А здесь оказалось, что я должен записаться за неделю, оставить машину на СТО, там, да, вот. И цена... тоже называли, ну, разные цены от и до, ну, то есть, ну, и как бы тут сразу так в голове лампочка сработала, что, а почему бы и не попробовать, ну, то есть, если ниша пустая, вот. И вот мы попробовали, начали этот бизнес. Первое, то есть, это была цель, это не про деньги, вот, было именно оказать качественную услугу, то есть сделать качественно. Вот. И, если честно, я был шокирован тем, какого качества, до сих пор я в шоке, качество обслуживания автомобилей, вот, местных именно. Раньше я думал, что, ну, в Европе обслуживают автомобили очень хорошо. Вот. Сейчас есть стандарты. Да, но сейчас мне очень страшно ехать по автобану, потому что я понимаю, что это все едет рядом со мной со скоростью 140-120 км в час. И, ну, порой ты просто, ну, ты говоришь клиенту, что, ну, нельзя так ехать. Вот. Ну, нормально, я всегда так ездил и еду. То есть на самом деле... качество. Приведи конкретный пример, то есть, условно что? Там, ну, например, приезжает Мерседес 2005 года, женщина, у которой 2 детей маленьких на заднем сидении, вот, а у нее эта машина, она полностью гнилая. То есть ее даже подъемником, когда поднимали, там сыпется, да? Она держалась на стеклах. То есть она... то есть она стекала уже так вниз. Да, ей говорили, что это небезопасно, ну, то есть нельзя на этой машине ездить вообще, то есть, я езжу и нормально. Вот. И она поехала. Мне самое главное, масло поменяйте, и вот панацея, как бы машинка вылечится. И таких машин очень много. То есть где-то процентов, ну, наверное, 30-40, вот то, что приезжает, это, ну, лучшего состояния автомобиля, чем белорусы и украинцы, в Польше, ну, тяжело найти машину. Давай покопаемся сейчас чуть-чуть в бизнесе. Ну, сейчас уже открывается 10-я. Да, 10-я, ребята, локация. То есть это, просто ты сказал станция, люди сейчас подумают, ну, понятно, там человек открыл себе одну станцию где-то в Кракове и как бы рассказывает. Но разрыв между открыть одну локацию, неважно чего, ресторана, кофейни, СТО, неважно, и 7 – это, друзья, разрыв в сумасшедшем количестве опыта, ну, подхода и какой-то методологии, да? Тем более с монопродуктом. Объясни мне, почему ну, как бы условно монопродукт, да? Потому что соблазн продать какой-то апсел клиенту, он же есть, да? Клиент уже у тебя. Почему так? Ну, здесь очень важно, то есть не уходить. Вот есть, ты выстроил стандарты, да? У нас
первое, что мы сделали, тоже очень важный момент, это зафиксировали цены. Вот достаточно большая проблема в Польше, в польском бизнесе, что я не могу прийти и вот как в кафе увидеть, посмотреть цены. Вот. То есть что касается, вот, например, там, автосервисов особенно, ты отдаешь машину, и это лотерея. То есть что тебе назовут в конце? Это примеров тысячи. То есть вот клиенты, у нас же первое, это фиксированные цены. То есть мы заранее четко говорим, сколько это будет стоить. И поэтому мы не лезем ни в какие сложные работы. Да. То есть мы выполняем четко вот в границах того, что мы делаем. Ваших компетенций. Это замена масла всех фильтров и тормоза. Все. То есть дальше мы не залазим. Вот. И здесь То есть если, сейчас, извини, я перебью, если вы залазите и клиент говорит, ой, а можете мне еще там, не знаю, ремни ГРМ поменять или еще что-то? Извините, нет. Мы можем порекомендовать вот хорошего механика, и вы уже, пожалуйста. Нет, мы сделаем осмотр, мы подскажем что-то, вот, но... Сколько бы, даже если клиент приедет и будет вот там говорить, я вам заплачу, я готов вам заплатить вот много. Вот там, 2000 евро, вот 2000 евро. Нет, извините, потому что, опять же, для тех, кто смотрит и думает вот открыть свой, например, какой-нибудь бизнес, многие люди они смотрят, ой, сколько я могу там заработать, да? Да. Смотри, ответственность. Почему не, как-то вот люди пропускают вот этот вот момент, да, что... Да, сегодня ты заработал, но готов ли ты взять эту ответственность и отвечать за то, что ты вот сделал? Да. Вот. Поэтому вот очень важный вот этот момент, который рекомендую. Просто думайте о том, когда как бы сладко не была бы эта ситуация вот у вас в бизнесе, первое, это всегда думайте об этих рисках. То есть, вдруг что-то пойдет не так, то чтобы не было потом вот этого вот, надо было не делать. То есть инсайт в том, что четко, наоборот, искусственное ограничение в наборе услуги, четкая стандартизация как будто позволила выстроить из этого систему и масштабироваться быстрее, чем... Минимизирует риски, да, то есть... Ты видишь, я все равно в тему бизнеса. Это профессионально, извиняюсь. Но мы сейчас перейдем. То есть легче планировать каждый месяц. То есть, и в принципе, расходники, да, и все, работа. Да. То есть, в принципе, это как конвейер, то есть, который ты четенько можешь рассчитать, вплоть до копеечки. Да, где-то чуть больше, чуть меньше, но в общем это такой вот очень такой, стандартный. Окей. То есть итого 10 локаций, часть из них уже, я знаю, по франшизе, да, открываются. Да. Тебе сейчас интересно франшизы, те, кто еще готовы купить? Конечно, да, потому что... Ребята, супер, вот Юрий, я просто сразу, продаю. Внизу под видео будут контакты, пишите ему за франшизу, если кому-то это по каким-то причинам подходит, да, пишите Юре, пообщайтесь. Окей. Классно. 7 до 10 локаций. 10 уже. А где? В каких городах? В Белостоке 2, Гданьск, Горжов, Щецин тоже 2, Катовицы, Краков, Варшава, Воломин в Варшаве. Вот сейчас в Краков поеду. Круто. Давайте, чтобы сейчас тему бизнеса перелистнуть, да. Как ты считаешь, что было... каких-то 3-5 факторов успеха, почему это удалось? За сколько? За 3 года, да? Да. Чуть больше 3 лет. Почему удалось сделать такой результат, открыть там 10 локаций? Это сотрудников, я так думаю, сколько человек? 20, наверное, точно. Когда мы открывались, нас было 3. И один из таких вот успехов, то есть почему у нас все получилось, это я, в принципе, вот в этой фразе я очень благодарен своему партнеру, с которым мы открывали, и с которым сейчас и работаем дальше. Он так классно сказал, он говорит, давай, мы не знаем, пойдет, не пойдет, но давай с тобой сделаем все так на максимум, чтобы потом, когда оно не пойдет, мы с тобой сели, и не было фразы, что надо было еще. Не дожали, да? Не дожали, да. То есть мы сделаем все зависящее от нас,
чтобы потом не сказать, что надо было. Вот. Нет Да, оправдания. Да, нету, чтобы да. не было И поэтому, да, это нелегко было. Вот. Было. Я бы даже сказал, не то, что нелегко, страшно. Конечно. А в чем именно страх заключался? Чего именно вы боялись? Мы не знали, как общество польское воспримет вот эту вот новую услугу. То есть это реально новая услуга была на рынке. Вот. И да, мы бились долго, чтобы это, кстати, тоже, если кто-то хочет открыть какой-то бизнес именно вот, которого здесь нет, что-то новое. То есть вот многие думают, вот что-то новое я делаю, и сейчас у меня все получится, потому что вот нет конкуренции. Вот. Готовьтесь к тому, что вам первая задача – это биться с тем, чтобы объяснять людям, почему им надо эта услуга. Вот. Потому что общество очень консервативное здесь, и они привыкли ездить вот там всю жизнь к механику. Вот. И вот они всегда, первое время вот они приезжали, вот, а как это? А как это вот ну, то есть, а за сколько вы масло меняете-то? по времени или деньги? Ну, и то, интересно. По времени это где-то 20 минут, то есть в среднем до получаса. Офигеть. Вот, да, но Я прям представляю, как реклама может выглядеть в интернете. Типа, за поменяем 25 масло, минут. да, Да, там, за 30 минут, ладно же, бог с ним. Для поляка это какая-то, ну, что-то невероятное. Ну, стараемся еще быстрее. Вот, ну, Практически Макдональдс в сфере машин у вас, да? Да. Окей, какие еще факторы успеха были? Ну, каждого клиента ценить. То есть вот почему-то многие люди, когда открывают собственный бизнес, вот есть вот этот вот моментик, да, ты устаешь очень сильно, но держи себя... Держись в руках. Держись, и каждый клиент как первый. Каждого ты должен обходить, максимально его принимать, то есть... Опять же, вот этот вот, ну, то есть у нас очень много сейчас уже выработано стандартов работы, ну, вот, но есть очень много нюансов, вот как это, дьявол кроется в мелочах, вот. Ну, начиная просто с того, как машина заезжает к нам, например. Сколько раз я сам вот куда-нибудь приезжаешь, ты выходишь из машины и думаешь, а куда дальше идти, а что делать, а с кем поговорить, ищешь, нет. Вот уже на входе, то есть приветствие клиента, это вот обязательно. То есть, чтобы клиент вышел из машины, и все, ему уделяют внимание. Он уже не потерянный. Да. Тоже, опять же, ну, в любом бизнесе всегда принимайте клиента. Вот это вот, он, как я говорю, там, ну, когда тоже там сотрудникам говорю, вы поймите, это заезжает инопланетянин, он здесь первый раз, он не знает, куда можно, куда нельзя идти. Ну, да. Вот, и вы должны его принять как гостя и рассказать, объяснить, показать. Ну, Более того, заезжает ваша вообще-то зарплата. Ну, это они скажут, это нас не интересует, да? И вот, кстати, насчет вот этого, вот как смотреть на клиента, когда тоже заметил вот этот вот момент, когда я в хорошей коннотации зарплаты. Да, но ну вот, знаешь, во многих вот бизнесах есть вот этот вот моментик, когда на тебя смотрят, когда ты клиент. Мешок с деньгами. Да, вот. Не надо, это не про деньги, это давайте играть в игру, это про удовольствие, это цель, чтобы когда клиент от тебя уходит, чтобы он уходил довольный, радостный, и чтобы он ехал к себе на работу и где-то там в курилке или еще как где-то говорил, ребята, едьте туда, там вот, мне там супер, мне там понравилось. И вот тогда это просто как снежный ком у тебя, бизнес максимально быстро пойдет. То есть когда клиент уезжает мега довольный. Вот. И неважно какой бизнес. Окей. Ну это же просто, это же как получается, фиксируем то, что делать по максимуму, чтобы потом не было оправданий. Второе, это, ну, назовем это клиентский сервис, да, на максималках, на 120%, да. И клиентоориентированность. Что еще, как ты думаешь? Команда. Хорошая команда, то есть, конечно, те люди, кто с тобой, с кем ты начинаешь, это, конечно, огромный залог успеха.
Те, кто начинают сами, вот многие, я знаю, что они говорят, я хочу сам, то есть чтобы у меня никого не было, вот, чтобы мой бизнес был, и вот я один хочу. Вот. Ребят, будьте осторожны. Ну, то есть когда ты один, надорваться в 2 счета можно. Я всегда говорю, то есть вот кто, ну да, как бы по франшизе, когда вот мы разговариваем, правило, в стае выживать легче. И, в этом безумном мире, да? Конечно, конечно, да. Ну, то есть, когда ты приходишь уже в какую-то команду, ну, тебе ты в x10 быстрее ты стрельнешь, чем когда ты начинаешь что-то сам один, На волевых, да. Ты идешь как слепой котенок, там где-то делаешь ошибки. То есть мы наделали эти все ошибки, да, то есть мы, я не скрою, то есть порядка, наверное, 100 тысяч злотых было просто, ну вот, выкинуто впустую. Вот. Поэтому сейчас мы уже знаем, как не надо делать. Наверное, я думаю, еще очень важный момент в бизнесе, ну, это очень важно, это семья. То есть вот твоя этот личная, вот, ты имеешь в виду? Да, да. Ну, не, в смысле, не бизнес, семья там, а вот именно твоя личная семья. Именно семья, потому что, да, когда ты начинаешь бизнес, тебе хватает проблем, у тебя нервов хватает там. Классно, слушай, мне нравится твой подход, мне нравится, что ты говоришь и отвечаешь очень честно, это чувствуется, а поверь, на твоем месте передо мной, ну, десятки людей сидели, десятки людей, с кем я записывал подкасты, и я, к сожалению или к счастью, вот это вот лукавство, нечестность или наоборот честность, я ее вижу, я ее калибрую, я вижу, что ты со мной, ну и с аудиторией честен, это важно. Стараюсь. Давай поговорим про пенсию. Мы все не вечные, да? Что там у нас по пенсиям и по видению? Раскрой эту тему больше. Ну, я не знаю, возможно, это больше для тех, кто вот кому сейчас там 20-30 лет, наверное, ну, ребята еще не задумываются сильно на этот вопрос. Ну, да, по крайней мере, я не задумывался. Они могут нам посмеяться в лицо сейчас. Не плюнуть, но посмеяться. Ну, как бы реальность такова, что, если я не ошибаюсь, недавно в Германии Шольц выступал перед студентами, и он сказал, что, ребята, готовьтесь к тому, что, возможно, у вас не будет пенсии. То есть он официально это заявил. Вот, и что сейчас уже стройте свою жизнь так, чтобы у вас был какой-то вот такой, ну, пассивный доход. Вот. Его освистали, кстати, это была новость, что студенты его освистали, были недовольны. Вот. Но если уже первые лица государств начинают, ну, как бы, не то что намекать, публично уже прямо говорить обществу, то, ну, наверное, стоит к этому прислушаться, подумать уже сегодня. Проблема в чем, что я очень много вижу, вот, ну, приезжает белорусов, украинцев к нам, это, ну, может быть, по сфере своей работы, но такси. То есть сколько людей сейчас работает в такси, вот, я не знаю, кто вот наш зритель сейчас, тоже возможно, там кто-то в такси работает, но вот этот вот вопрос, окей, ты сегодня работаешь в такси, завтра работаешь, 5 лет работаешь, через 5 лет, что у тебя после этой работы? В сухом остатке, да. Да, то есть, ну, вот представь, через 5 лет резко, там, а тем более, кстати, сейчас все новые и новые, более жесткие правила вот вводятся по поводу иммигрантов в Польше, и как-то вот зажимаются немножко вот гайки в плане вот этого оформления, принесите новые документы, сейчас вот сделали с 1 июля, по-моему, там, справка о несудимости должна быть из страны, именно из которой ты прибыл. Да, там. И попробуйте ее в Беларуси взять. Да, ну то есть мы видим, что ежемесячно как бы сужается и сужается, то есть все хуже. Вот. И в какой-то момент, да, ты просто вот, ну, не сможешь работать. Да. И поэтому тоже, ну, то есть мне удивительно, как люди немножко легкомысленно к этому вот относятся. Как надо относиться к этому? И Я какие думаю, вопросы что себе это задавать? надо бить просто уже в колокола сегодня, чтобы через вот именно через 5-10 лет у тебя хотя бы что-то было.
хотя бы что. Что-то ты имеешь в виду систему, которая приносит там, я не знаю, какой-то пассивный $2000 доход в месяц, или отложенную сумму денег просто там, или знаешь, и то. Ты знаешь, интересный момент, потому что для каждого человека какая-то вот эта финансовая безопасность, она своя. Вот. Кому-то спокойнее, когда под матрасом лежит, там, например, $5000, да, вот как мы знаем, там, постоянно заскамливают пенсионеров, там, откуда у них там по $500 000, там, да, какими-то звонками, да. Ну, да, ну, они, я читаю, все время они теряют по там, 5000, 10 тысяч долларов, да, но это пенсионер, который там не доедает, ну, да ладно. Вот кому-то так спокойнее, вот. Кому-то спокойнее, если у него там куплена недвижимость, например, какая-то, ну, кто-то, если вот готов, ну, то есть самый, скажем так, ну, более-менее эффективный такой вот пассивный доход, то это, ну, свой собственный бизнес. Вот сколько раз тоже вот было у меня в разговорах, человек говорит, ну, у меня сейчас нет денег, там, я всегда говорил, что найти деньги – это самое простое. Это вот, ну, самое простое, чтобы открыть свой бизнес. Всегда ты можешь найти одного-двух партнеров, у которых есть деньги, у них нет идеи, они не знают, чем заниматься. Таких людей очень много. Будь локомотивом, будь двигателем вот этой идеи, а эти люди вместе с тобой, то есть, ну, кто-то финансово помогает, кто-то, например, там вкладывается именно там, собственными силами, своим временем. Работает. То есть найти деньги, поверьте мне, ну это так просто. Ну, яркий пример, ну вот плохой может быть, но яркий. Представьте, не дай бог, завтра у вас там сердце или там еще что-нибудь, и срочно на операцию надо там 50 000 евро. Найдете? Или там ребенку надо вот эти деньги. Ну ты же найдешь. А здесь почему ты не можешь найти? Да, то есть здесь просто вопрос... Откладываешь, да, типа не хочешь выходить из зоны комфорта. Да, ну парадокс в том, ну не хочешь, хорошо, но возьми, найди партнера, который готов тебя, да, одолжи. Ну, понятно, это опасно, да, страшно, да, ну, кто же сказал, что будет легко? Да, ну, как бы... Немножечко надо пошевелиться, но найти деньги – это самое простое. А вот себя именно заставить рисковать, себя заставить вот выходить вот в эти вот какие-то такие моменты, переступать через себя, обучать себя. То есть вот это еще очень важно. Постоянно надо в себя инвестировать и постоянно себя прокачивать, потому что тоже вот этот вот момент, что это не значит, что я открыл свой бизнес, сел, и вот у меня бизнес, все. Я ни одного такого не встречал. Ты знаешь, мой был момент такой в детстве, когда мне было там 20 лет, я думал, что открою бизнес, построю его, там, напрягусь, и потом не буду работать ни дня. Но как-то так что-то складывается, и чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что нету у меня в окружении предпринимателей, которые работают, которые вообще не работают. Да, вопрос в том, что кто-то зарабатывает там $50 000 в месяц, и он может позволить себе не работать. И, в принципе, если он не будет работать, то у него будет такой, знаешь, это называется long tail, длинный хвост того, как он, как все будет спадать. Но просто с 50 достаточно далеко падать до там 5000, да. А если у тебя 5, то с 5 там до 1000, не так долго падать. Короче, инсайт в том, что на самом деле как будто бизнес – это определенный лайфстайл и определенная модель. Надо получать от этого удовольствие. То есть я бы сказал, что это надо быть немножко таким психически нездоровым, может быть, человеком, да, таким мазохистом где-то немножко, но с другой стороны, это как... Лучше к этому относиться как какая-то компьютерная игра. То есть да, где-то ты проиграл, где-то ты выиграл, но в общем, то есть вот если ты играешь, если ты что-то делаешь, то ты эту игру проходишь. Да, ты можешь какой-то уровень, например, ты не прошел его с первого раза, со второго раза, но с третьего ты уже понял,
почему ты не проходишь этот уровень. То есть это опыт. Опыт это самое ценное, что мы имеем. Вот. Поэтому вперед и не смелее просто. Но скажи мне, Юр, что ты сделал с собой, или что вообще произошло в твоей жизни, что ты сейчас так рассуждаешь? То, как ты рассуждаешь, это же не... Это все-таки такой предпринимательский майндсет, это так рассуждает вот, там, 5-10% общества, да? Хотя нам с тобой может казаться, что да не, ну вроде же все так, потому что у нас с тобой окружение предпринимателя, да? Но как ты считаешь, что вот какие вещи ты делал над собой, да? Может, ты к психологу ходишь, может быть, ты к психологу. Не знаю, там книжек много читаешь. Вот что такого? Как стать таким, как ты? Ну, наверное, это, если там по Фрейду, по-моему, то это, наверное, с детства где-то копаться надо. Короче, в детстве, да. Сейчас ты должен сказать, ну, я просто простил мать и принял отца. Да. Ну, сложно сказать. Наверное, как я всегда говорю, у каждого самурая свой путь. У самурая нет цели, у самурая есть путь. У самурая есть путь, да. Вот. Поэтому каждый, конечно, должен определять сам. Вот. Но давай, знаешь, как я, может, упрощу тебе задачу, а то я иногда, бывает, так заверну. Какими качествами человек должен обладать, чтобы делать бизнес в Польше? Давай перечислим soft skills и hard skills. Например, hard skills – это, ну, четко, я думаю, ты со мной согласишься, четко понимать налоговую систему, ну, понимать, откуда там причинно-следственные связи. А soft skills, ну, например, вот клиентоориентированность, да? Вот ты можешь мне дать два списка? Интересный момент, просто вот здесь и так хочется ответить, вот, но приведу пример лучше. Да. Один из тех, кто вот у нас купил франшизу, я очень с большим уважением к парню отношусь. Молодой парень, вот, лет 25. Вот. Он работал в такси, откладывал деньги. Вот. И приехал и говорит, я ничего в этом не понимаю, вот, научите меня, и я готов. Вот. И вот он просто взял себя, вот, приехал и говорит, я готов. Вот. Он готов был рискнуть всем. Вот. Он рискнул, сейчас вот, молодец, в Гданьске у него прекрасно идут дела. Вот. Мы разговариваем о масштабировании дальше его бизнеса. Вот. А ты можешь сказать, о каких цифрах идет речь? То есть прекрасно идут дела, это сколько? Он там 10 тысяч злотых в месяц зарабатывает, 20, и какой-то хотя бы... Скажем так, я не могу выдавать эти, скажем, больше 10 тысяч. Смотри, давай так, приходит к тебе сейчас человек после этого видео, а поверь мне, они будут. И первый вопрос, который они тебе будут задавать, сколько стоит, сколько смогу заработать. Правильно? Это ж, ты можешь дать вилку? На первое время, то есть рассчитывая, я всегда, вот и партнер мой, мы любим всегда рассчитывать самый негативный сценарий. И относительно самого негативного сценария рассчитывать ситуацию, сколько надо. Так вот, по самым негативным это 100 тысяч евро. То есть этого достаточно. То, сколько надо, чтобы стартануть? Да. Окей, 100 евро, чтобы стартануть? Скажем, не только стартануть, а дойти до точки безубыточности. Окей, то есть это там еще месяца 3-4 заложены подушки и все остальное? Полгода. Полгода, окей. Это самый негативный, понятно, позитивный там гораздо лучше. И что там, какой свет в конце туннеля? Все зависит от тебя. Но, скажем так... вилку хотя бы, да, там, типа, сможете зарабатывать, не знаю, от 10 тысяч злотых до 50 тысяч злотых? Или... Вот так не хочется тут вот прямо говорить, что все вот так. Больше 10, больше 15. Скажем так. И скажем так, это на таком, на расслабоне. На луже? Да. На луже. Да. Окей. Вернемся к качествам. Ты говоришь... Смелость. Окей. Это первое что, да, потому что я вот почему привел пример этого парня, да, у него была смелость, решительность и смелость. Дальше мы его взяли и мы его обучили полностью, то есть мы ему рассказали. Делал он ошибки? Конечно, делал. Первые месяцы работы, были ли у него там большие ошибки? Были. Но
он молодец, он справлялся, у него была смелость, он шел дальше, не сдавался, обучался, он хватал вот эту информацию, вот, все, и в какой-то момент он вышел, он уже опытный человек, он, как бы, знаете, кто такой эксперт? Это человек, совершивший все всевозможные ошибки в своей области. Вот. То есть вот он приближается теперь уже сейчас к как бы эксперту вот в этой области. Вот, А сколько ему работы. времени понадобилось? Год. Год на то, чтобы вот от нуля, где он не знает вообще, где там в машине находится замена масла и что такое условно там спука, ЗО и какие налоги бывают, да? До того, что он Он сейчас уже довольно-таки, скажем так, приличный бизнесмен. То есть он... То есть в 25 начал, 26 уже... Уже все, он думает о том, как бы вот вторую станцию открывать и расширяться, Классно. масштабироваться. Классно, да. красавчик. Вот. Окей, смелость. Опять же, все, вот смелость. Брать ответственность на себя. Потому что, интересный вот, я не знаю, момент такой жизненный просто, если отойти. Я был в Беларуси арестован, и вот как бы находился в камере именно реально, было политическое, то есть были политические заключенные, и вот действительно были бандиты, назовем их так. И вот мы политические... Умышленные эти нарушители, да? Да, настоящий криминал такой. Да. И вот мы сидим, и такую хорошую фразу мне вот человек из криминала говорит, я вас не понимаю, вот политических. Я, когда иду на дело, я выгоды... Первое, что я делаю, я открываю и смотрю, сколько лет? Там 5 лет, например. И я такой, так, готов я 5 лет, я мысленно уже отсидел эти 5 лет. И как бы я иду на это дело уже мысленно, что все, если вдруг, а там дальше повезло, не повезло. 50 на 50. Да, вот. А вы, обычные, вы делаете и не думаете. И вот я как-то немножечко вот эту фразу его философски немножко чуть накинул на бизнес, да, и помогает. То есть вот если задумываться именно о том, что ты сейчас делаешь, что готов ли ты за это так отвечать, если вдруг не пойдет. И если ты говоришь готов, то есть я понимаю, принимаю вот это, и я мысленно как бы уже, например, там потерял, там оплатил или еще что-то там, то есть это очень важно. Наверное, это вот в каких-то критических ситуациях дает тебе какую-то вот эту вот силу адекватного взгляда на случившееся. То есть, наверное, вот в этих вот критических каких-то сложных моментах ты принимаешь более грамотные, правильные решения. То есть это один из таких вот как бы, лично моих советов. То есть, окей, классно, слушай, мы подрезюмировали тему рекомендаций из пенсии. В принципе, понятно, что выхода другого нет, и надо только как-то осознанно заботиться об этом. Ты не знаешь, какая пенсия в Польше? Мне стыдно признаться, но я не знаю. Как вот я именно спрашиваю именно у дедушек, которые, к нам приезжают, именно фактически, что говорят? Мы разговариваем так, вот. В среднем реально на руки они получают 3, кто-то 4 тысячи. У некоторых чуть-чуть какие-то еще плюс надбавки там есть, но действительно это от вот так 2,5 до 3, 4, вот пару человек называло 4 тысячи. То есть эта конструкция подходит только если у тебя уже там выплаченная какая-то недвижимость своя, потому что даже текущая ставка кредитная, она бы не позволила тебе за пенсию выплачивать что-то, понял? Конечно, да. С учетом... Конечно, поэтому именно сегодня надо уже какой-то сколачивать капитал, то есть что-то, какие-то активы, чтобы у тебя были, чтобы... то есть я смотрю, для меня образец, вот именно вот эти вот дедушки, которые ко мне приезжают, и которые действительно ты видишь, что я так же хочу. Они тебя впечатлили, да? Да, конечно, это вот это счастливая старость, то есть когда они ездят путешествовать, когда у тебя своя лодка, например, там, когда ты свободен, вот действительно ты отдыхаешь как-то. И вот мне бы хотелось, чтобы мы все вот так вот именно в старости и жили. То есть наконец-то где-то вот какой-то такой был вот жизненный отдых вот этот. Как ты для себя это видишь? Ты в какой-то момент хочешь
остановиться или там вырастить компанию и продать ее, сделать экзит, или какой у тебя Нет, план? наверное, это больше, ну, как я и говорил, это больше ближе как компьютерная игра, то есть, ну, такой вот Ну, игру ж относишься. проходят М, иногда. А вот, я не знаю, GTA можно пройти до конца? Ну вот GTA, кстати, нет. По-моему, Есть игры нет, с да? открытым миром, которые нельзя пройти. Ну вот, ну, то есть, GTA, да? в принципе, да, ты играешь и наслаждаешься, да, вот. Да, где-то иногда нервничаешь, но в принципе это же удовольствие. Есть такая книжка, по-моему, Фейлор, автор. У него есть книжка, называется «Нескінченна гра». Нескончаемая игра. Она про бизнес, и его там, как бы, если коротко, если книжку, чтобы не читать, вся суть книжки в том, чтобы формировать для себя и для своей компании такие цели, которые выходят за рамки жизни твоей и жизни, как бы, жизненного цикла компании. То есть его философия в том, что почему там IKEA или Apple или еще другие там большие компании, почему они такие большие? Потому что собственники этих компаний ставили цели в формате нескончаемой игры. Цели, которые как бы выходили за рамки того, что они даже умом своим понимают, что они успеют достичь. Да. Но именно это и типа давало сверхрезультат. Поэтому способность задавать такие вопросы, это, конечно, важно. Ну, это интересно, то есть это вот все время себя как бы развивать и идти, ну, и вот однозначно, ну это у меня было в жизни, собственный опыт такой, что когда ты зарабатываешь еще по молодости, когда еще в самом начале, ну, вот, ты думаешь, вот $1000 я начну зарабатывать, вот получать там, ну, и вот все мне на все хватит. И вот потом заживу. Да. Потом Вот там 3. можно расслабиться, да. Потом 2, потом 3. Потом 5. Когда я дошел до 10 тысяч в месяц был доход, вот, Да. у меня был кредит, я одалживал деньги, потому что мне не хватало. То есть, ну, это невозможно остановить. Вот, да. Но ты к этому относишься с позитивом, да, что ты начинаешь зарабатывать больше, ты начинаешь тратить больше, твой уровень жизни растет, и опять же, по твоей концепции, это как GTA, да, Конечно, это игра. Конечно, да. Потому что сейчас некоторые люди скажут, что могут подумать, что, слушай, так вообще-то Юрий ошибку допускает, он раздувает свои расходы, он увеличивает доходы, и соразмерно с ними раздувает свои расходы. И те, кто увлекаются инвестициями, а у нас тут тоже были подкасты на эту тему, да, там, они скажут, так а почему бы как бы дельту-то не научиться откладывать? Нет, естественно. То есть все должно быть в меру. Адекватность. Конечно. Да, адекватность это номер один. Вот. Но и с другой стороны, ведь невозможно всегда все. Ну какой смысл тогда масштабироваться, зарабатывать больше, если ты все деньги постоянно на развитие? То есть, ну, надо же что-то и себе поощрять конфеткой себя немножко. Но, конечно, здесь очень такая вот грань аккуратная должна быть. Ты знаешь, я сейчас подумал, что ты, наверное, в своем примере имел в виду немножко не это, а ты имел в виду больше вот эту вот ментальную ловушку того, что вот сейчас я буду 3 зарабатывать, мне будет достаточно, и я там успокоюсь, или вот сейчас я там 10 буду зарабатывать, ну все, ну куда уже больше 10? Ну, когда ты зарабатываешь 2, тебе кажется, что 10, ну куда их тратить? Именно. Что это за люди какие-то конченые, извиняюсь, которые столько зарабатывают, куда они тратят эти деньжища? Вот, потом ты зарабатываешь столько, и ты понимаешь, иногда ловишь себя на такой экзистенциальной мысли, что ты какой-то бедный человек, что люди вообще-то зарабатывают 30, 40 и 50. И ты думаешь, так, окей, как дальше двигаться? Ну вот у меня есть один человек из команды, вот я про него расскажу, что ну, я не знаю, как так у него получается. То есть, вот он начинал... Уникальный талант, криминальный талант, да? 2500 злотых он получал. Вот. На сегодняшний день он уже получает порядка 15 тысяч злотых. Как работник? Ну, скажем так, он с самого начала мы были там с ним. Вот. И, в принципе, вот что интересно, что тогда, что сейчас,
у него не изменилась вот эта вот нехватка денег. То есть вот Ага. она как была, так у него и сейчас осталась. Вот, поэтому, Окей. ну, то, о чем мы и говорим, что Ну, то есть, чем больше мы зарабатываем, тем больше мы, ну, как бы и потребности наши растут. Это, ну, ну, то есть это банально. делаем вывод Ну, такой, что нехватка денег – это твое состояние ума и твой выбор, или как? наверное, да. Потому что Скорее, мы же да. знаем с тобой Ну, людей, которые зарабатывают условно там 1000-2, и им хватает. Есть же такие люди? Ты сейчас честно, скажешь, я нет. не встречал, я не встречал человека, который бы сказал, что мне хватает. Вот. Ну вот, окей, да, они да, зарабатывают да, 2, они говорят, что им не хватает, но условно там продолжают зарабатывать 2. И они там остаются. Они вот там, вот как бы у них там зона комфорта. Тут ключевой вопрос, Да. делают ли они попытки в реальном мире, чтобы исправить эту ситуацию, да? Да, а им там комфортно и зачем? Вот. Ну, это в основном, наверное, ленивые люди, что ли, наверное. Наверное, это лень какая-то. Вот. Ну да, Да, вот. где-то неосознанность, лень. Ну, а желание вот именно, ну, зарабатывать больше. Кстати, это хороший вопрос. Это вот честно надо самому себе сказать. А хочу ли? То есть вот как бы вот этот вот моментик, хочу ли я действительно много зарабатывать? То есть готов ли я за это заплатить? То есть, Чем-то, да? конечно, конечно. То есть вот и вот здесь вопрос, чем я готов заплатить за эти деньги. Ну, как минимум нервами. Ну, это самый минимум. Это да. базовый минимум, да, в случае предпринимательства, заплатить нервами, да? Да, а так, ну, то есть и физически ты должен, ну, полностью выкладываться, и, ну, это тяжелый труд на самом деле. С какими вещами неизбежно, с твоей точки зрения, столкнется человек, который вот сейчас смотрит это видео и в 2026 планирует открывать бизнес в Польше? Ну, как мы все знаем, открыть именно фактически спулку или діяльність jednoosobową, ну, достаточно просто, то есть это неделька и готово. И ты в обойме, да? Да, вот. Узуса. Вот именно, вот этот вот моментик, то есть перед тем, как начинать что-то, изучите тему налогов, потому что, ну, почему-то многие абсолютно не понимают, как высчитываются налоги, то есть вот сколько стоит, например, ты нанимаешь себе человека, сколько фактически этот человек для тебя стоит. Брутто-брутто. Брутто-макс, да. Брутто-ультра. Вот. И закладывайте в свою финансовую вот модель предприятия именно вот эти вот, ну, все максимальные возможные расходы. На человека. Да. Казалось бы, ну, я говорю какие-то банальные вещи, но разговаривая с людьми, которые, ну, вот так вот мы встречаемся, он говорит, я хочу там открыть там химчистку или еще что-нибудь, ну, я начинаю с ним разговаривать, и я вижу, что на самом деле люди очень сильно плавают в этом вопросе. В материале, да? Они не осознают до конца. Ну, например, там человек говорил, я открываю свою мойку автомобилей, хочу, вот, и вот я там посчитал, я ему прикинул быстро на калькуляторе, я говорю, где здесь у тебя прибыль, покажи, я вот ее не вижу. Он говорит, ну мне же НДС вернется вот в следующем месяце. Я говорю, в смысле, почему он к тебе вернется? Ну как, ну НДС же возвращается. Вот. Я говорю, ну тебя ждет сюрприз, большой сюрприз. Вот, то есть насколько люди не совсем осознают это, ну, но они молодцы. С другой стороны, ты молодец, у тебя есть смелость, ты идешь, ты что-то делаешь, ты пробуешь. Да, у тебя будут ошибки, то есть если ты, ну, как бы не знаешь, не изучил эти темы, ну, поэтому, конечно, это первое, это изучить себя, ну, прокачать максимально. Если вдруг, ну, как бы, если вот сейчас человек там, который говорит, да я это все наизусть знаю, то есть для меня это детский сад. Ну, здесь есть момент такой, что надо осознавать отношение сейчас, вот, в принципе, Польши к белорусам, украинцам. И это на самом деле очень такая серьезная вещь, потому что, например, ну, для меня вот пример, в банке Дорадца мой, я приехал, мы с ним долго разговаривали, я говорю, овердрафтную линию, ну, давай, мы уже работаем, как бы, он говорит, ты знаешь что, если бы у тебя был польский паспорт, я бы уже год назад умолял бы тебя взять 2 миллиона злотых, чтобы ты вот мы тебе открыли. Ого. И это насколько овердрафт дается?
Я не уточнял по 2 миллиона? Ну, как бы открывается овердрафтная линия 2 миллиона, Да. а дальше ты сколько ты там берешь из нее, ты хоть все забери. Не-не, я имею в виду, ты должен все равно овердрафт покрывать когда-то, и он тебе не называл какие-то цифры, что там ты можешь взять овердрафт максимум там на, не знаю, на полгода, на год, на 5 лет. Нет, там на год. То есть овердрафтная линия на год, да. Ну, не суть это. Не суть. Да, он говорит, понимаешь, поскольку паспорт белоруса, все. То есть я вижу твои обороты, я вижу все, я сам хочу тебе, как бы там дать, помочь, да. банку, это интересно, но вот. И вот вопрос для людей, которые будут открывать, например, какую-нибудь вот спулку и бизнес, тут надо смотреть, куда вот идет вот именно политика, в принципе, польская. То есть если сегодня, на сегодняшний день белорусам можно открыть, например, в банке счет на спулку. Ну, я бы сказал, сложно. Очень сложно, уже становится очень сложно, да. Очень сложно. Возможно, что, я не знаю, там, может быть, стоит действовать намного быстрее сейчас, или наоборот притормозить. То есть это уже такие вопросы здесь, наверное, это другая тема, но надо вот это вот очень внимательно. Окей, то есть первый человек столкнется неизбежно с налогами, что логично. Конечно. Он столкнется неизбежно с цифрами и с тем, что кто-то как-то, либо ты, либо кто-то должен их посчитать, хотя бы базовую какую-то финмодель. С чем еще человек столкнется, делая бизнес в Польше в 2026 году? Трудности, то есть вот, учитывая вот это вот, иммигрантское как бы. Давай так, он точно столкнется с польским клиентом и с польским языком. Язык, я как бы сейчас с позиции того разговариваю, что мы здесь уже, как бы. Какое-то время. Там 4, 3, 5 кто-то лет, и, скажем так, с языком уже, более-менее. Кстати, я с тобой согласен, да, что сейчас как-то новых людей не так много приезжает, как вот из-за последние те события и все, что в Украине было. Да, то есть вот уже сформировалось какое-то вот комьюнити, вот это, да, которое здесь уже вот как раз 4-5 лет. Неизбежно столкнетесь с фразой «прошу пана», и дальше продолжение. Я, Стас, знаю, что обожаю, сколько раз вот этот вопрос «а сконт пан ест?» типа «откуда?» «Откуда?» Я раньше объяснял «естем белорусином», там... А сейчас нет, я сейчас все время говорю, я немец. И в этот момент вот это все, схема сломалась. Ага. Попробуйте, это так классно. То есть, во-первых, вопрос, откуда ты, вот это, особенно люди, когда задают его, грубо говоря, там, через минуту нашего разговора. Слыша акцент, да? Слышишь, вот это вот бывает, вот я уверен, все с этим сталкиваются, что типа, откуда ты там, с Германии. Все, вот блок, попробуйте, очень прикольно. Интересно. Да, там, Поэтому, но надо, опять же, с моей стороны, огромная благодарность вот как бы полякам, честно, вот давай будем честными, да, если бы столько поляков, например, приехало в Беларусь, да. В свое время, да, были бы мы такими же терпимыми, лояльными, адекватными, да, принимающими там где-то. Поэтому, вот как бы, когда смотришь, как они относятся к нам, то есть, и, в принципе, спасибо. Спасибо, ребят, что досмотрели до этого момента. Мы с Юрием и я присоединяюсь к тебе, да, желаем вам прекрасного бизнеса и жизни в Польше. Пишите в комментарии, я думаю, ты их посмотришь, может, кому-то ответишь со своего прям аккаунта. С удовольствием. Все ссылки на твои контакты, бизнес и все остальное оставляем внизу в описании. Если вы увидите меня или Юрия после этого подкаста в городе где-то, не стесняйтесь, подходите, я уверен, тебе будет приятно увидеть кого-то, да, с кем-то пообщаться. Мне всегда это приятно, когда вы подходите, поэтому как раз давайте жить сплоченно, да, это вот к этому. Да. Конечно. Спасибо за просмотр видео, верю, что это для вас полезно. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал. Внизу под видео есть полезные ссылки, услуги и дополнительные материалы. Открывайте описание под видео, переходите и ищите решения для себя.